В этом году в городе Вилюйске открылся исторический зал «Вилюйчане. Государственные деятели Якутии». Открытие исторического зала было приурочено к столетию Якутской АССР. Сегодня, дорогие телезрители, мы с вами ознакомимся с деятельностью исторического музея. В 2021 году в администрации Улуса была создана инициативная группа по созданию исторического зала, именно посвященный к столетию якутской автономии. Работа началась именно по составлению концепции зала, и определены были цели и задачи, и далее мы уже отрабатывали с группой по сбору материалов. По оформительской работе с нами очень хорошо отработала рекламная группа «Ректайм», которая работает с нами вот по истечении многих лет. И за очень короткое время они вместе с нами создали вот такой красивый исторический зал. Исторический зал во Дворце культуры основан в целях изучения и популяризации жизни и деятельности и увековечиванию памяти государственных и общественных деятелей Якутии, уроженцев Вилюйского улуса Степана Гоголева, Степана Аржакова и Гавриила Черяева. Основной задачей коллектива было это сбор материалов и их формирование. В этом нам очень помогли Национальный архив Республики Саха-Якутия и музей, объединение музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Мы выходили к ним, потому что материалы музея должны были быть документальными, именно архивными документами, да, потому как они показывали жизнь и всю деятельность наших земляков Гаврила Иосифовича Черяева, Степана Максимовича Аржакова, Степана Филипповича Гоголева. В муниципальном уровне была создана рабочая группа, куда входили работники районного центра культуры, а также централизованной библиотечной системы и интеллектуального центра для детей, это Кескиль, да. И все мы вместе, распределили свои обязанности и начали работу с конца октября. В ноябре уже мы вплотную, взялись за обработку материалов. Самым сложным, трудоемким было, введение в цифру, да, потому что у нас основной материал по государственным деятелям находится в электронном формате, и который позволяет, увидеть и листать электронную версию всех материалов. Да. Над этим работала, у нас специалисты ИТЦ «Кескиль». Ребята очень хорошо поработали. А также специалисты информационно-методического отдела, те же специалисты библиотеки заранее подготавливали материал, составили список литературы, составили библиографические указатели. Мы, работники Вилюйского детского технопарка при интеллектуально-творческом центре «Кескиль» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой, работали над созданием интерактивного контента нашего исторического зала. Работали около 2 месяцев, где-то плюс-минус. Работа была легкой, слаженной, потому что вовремя предоставлялись информации, материалы, фотографии. И самое главное то, что мы работали на платной платформе, поэтому требовалось финансирование, и финансирование было своевременно. В основном работали на 2 инструментах. Начальную страницу писали с нуля, и внутри нашего контента использовали конструктор сайтов на ЕМЗ. ЕМЗ — это конструктор сайтов, но более такой продвинутый, имеет вот такие 3D-анимации и какие-то навороченные новые крутые информации, анимации там. Работали в основном с технической стороны, писали код на HTML и CSS.
визуальной стороной, чтобы оно работало корректно, чтобы переходы все работали и картинки оставали все ровно и пропорционально. И создавали, конечно, для нашего контента разные фоны, некоторые переходы, анимации. Ранее мы создавали разные прототипы сайтов, но только прототипы реализованы, конечно, некоторые не были. Участвовали в пет-хакатоне, там тоже работали, создавали разные прототипы проектов. Поэтому опыт есть, поэтому мы чуть немножко легко сделали. Да. Время было сжатое, конечно, где-то месяц. Мы должны все, планы должны были разработать, должны как-то были успеть это сделать. И до конца года быстро очень, совмещая другие работами, должны были закончить. Немаловажную роль в сборе материалов, значит, осуществили тоже наши муниципальные музеи, да? Это Краеведческий музей имени Петра Александровича Староватова, музей боевой славы, а также музей Гаврила Иосифовича Теряева. Вот. Выезжали по сбору материалов, и специалисты тоже нам предоставляли необходимые документы, которые, значит, очень помогло. Так, и именно в этот год столетия создания нашей якутской автономии, то, что у нас открыт исторический зал, это очень символично. Это, во-первых, нам даст возможность еще раз пропагандировать роль вилюйчан, видно, государственных деятелей в создании и развитии нашей родной республики. А также у нас отдельно есть материалы по нашим депутатам из нашего округа, да, Верховный Совет Якутской АССР. И, значит, это даст молодому поколению еще раз расширить свои знания. В нашем историческом зале мы решили показать вклад наших земляков, вилюйчан, которые были представлены в представительных и законодательных органах. Конечно, их вклад был огромен в развитии нашего вуза, в развитии государственности республики и Российской Федерации в целом. Открытие исторического зала – очень знаменательное событие. И я думаю, что наша молодежь и все мы должны знать, кто из наших земляков участвовал в становлении нашей государственности, нашей Якутии, развитии. Я думаю, что сюда будут ходить молодежь, учащиеся, и будут узнавать о своих выдающихся земляках и будут гордиться ими. И это самое главное. Память должна оставаться навсегда. Основной задачей исторического зала является осуществление просветительской, экспозиционно-выставочной, научно-исследовательской деятельности, изучение уникального исторического опыта формирования государственности, хранение музейных экспонатов, посвященных жизни и деятельности государственных деятелей. Ребята, сегодня мы находимся в историческом зале, который у нас называется как? На входе. Посмотрели? Зал у нас посвящен выдающимся государственным деятелям родом из Вилюйска. И в этом году мы отмечаем столетие государственности Республики Саха-Якутия, 100 лет Якутской АССР. Слышали про такое событие важное? Да, слышали, да? То есть 100 лет назад у нас образовалась Якутия как отдельное вот такое вот государственное республиканское образование, да? И когда мы начинаем изучать какую-нибудь государственную организацию, конечно, мы всегда начинаем с государственной символики. Вот, несомненно, конечно, этот зал поможет нам в воспитании подрастающего поколения, новые технологии, новая информация, которая ранее была нам тут на месте недоступна, сейчас находится прямо под рукой. Было бы отрадно, если бы каждый ученик, каждый класс со своим учителем, родителем подошел сюда и уделил немножко внимания своего времени на изучение краевой истории. Вот. Тут у нас собраны уникальные данные, фотографии, документы, архивные данные, личные вещи, предоставленные нам.
а также обширная библиотека. Деятельность исторического музея связана с изучением и популяризацией истории и развития общественно-политической, социально-экономической жизни Вилюйского улуса. Она должна способствовать пробуждению исторической ответственности, чувства гордости и патриотизма среди подрастающего поколения. 2022 год для всех якутян является особенным годом. И республика будет отмечать столетие своего образования. И в этой столетней истории многие вилюйчане внесли неоценимый вклад. Мы сегодня гордимся такими видными государственными деятелями, как Степан Максимович Аржаков, Степан Филиппович Гоголев и Гаврил Иосифович Черяев. Мы гордимся 3 героями Советского Союза. У нас 6 героев социалистического труда. Первый композитор Якутии Иван Николаевич Жирков, народный учитель Советского Союза Михаил Андреевич Алексеев. Один из самых известных ученых не только в нашей стране, но и во всем мире – это Иван Лаврентьевич Кондаков, первооткрыватель синтетического каучука. Это Николай Нифонтович Каратаев, это Нина Никентьевна Протопопова, которая более 50 лет была главным редактором газеты «Белембол» и «Кескиль». Все они внесли очень большой вклад в развитие нашей республики. И в целях, в первую очередь, патриотического воспитания от молодежи, подрастающего поколения, мы этот год назвали «Годом выдающихся вилюйчан». И первое мероприятие, которое прошло в этом году, это открытие этого исторического зала, где вошли все эти наши выдающиеся вилюйчане, и которыми мы по праву гордимся. Именно отсюда будут многие ребята узнавать о жизни и деятельности этих людей, что они сделали для своей республики, для своей страны и так далее. Поэтому открытие исторического зала является одним из самых таких больших, так скажем, мероприятий этого 2022 года.